Үтүө күннен күндү саха сирэ бүгүн эми чеппирдээҕи учураттаах биэрибитин диэхха Академия Успех вместе Success Together корпорация партнердара бэйбит бу сахабыт сирин дьонугар анаан ыытар эфирбитин саҕалыыбыт. Онтон бу неделя сүрдээх үлэлээх онна интериихинэй уонна түмүктээх неделя астах лорум мэхэ тузбэйбер ол курдук боллааҕанаттан хэттис киһиннэн бриллиант туоха араангатын толордум олонтон наһаа диэн үөрдүм оннотон туоха биире тиэхпин баҕарабын туох диэн тон бир вода туочут камень диэби курдук ди эп оны бири дага өрүллээбит киһи оптаах болар диэби курдук ди ол курдук тон алты сыл бардым эп туоха 5 сылы баһаттым бир академияга хаджаммын онтон хин тугары хитистим дуу диэмин бээмти үөрүнэбин диэхха эп хитигирдик уонна боллагана тон бүгүн биэха ылжыттыыр ота интериихинэй киһи диэхха интериихини иделээх киһи дьукускай куораттан туоха кини идэтэ холобара болна профпатолог уонна туоха интегративный медицина специалиһэ иделэр хайдагара бу биһиги туоха корпорация бу таргатар дьоҥҥа тиэрдэ хатыыр продукциятын кытар олус хитимнээх курдукмун көрөбүн эп ол туһунан тон бээтэ эмиэ сихили чуйбаатык кипсиэҕэ туоха Анна Дмитриевна Андреева туох Благомед клиника генеральный директора терапевт брас профпатолог туоха ультразвуковой диагностика браха уонна интегративная медицина анал специалиһэ киниэхэ дьэ билигин тыгы биэриэхэйин Анна колбоноҕун Ihiller da. Aha, ihiller. Köstöbün? Hoş ekran kolba. Aha. Kaç? Tuh. Aha. Güzel. Köhünün. Sebesi bir de tüyeki henne? Tüyeki henne. Aha. Ondan je tuha bu iden tuhunan bu akademiyaya tuha timnäri olonna en tuha холбара сыллах сорукта бу биһиэхэ бу туха академияга келлиң жол туһунан махалста сихили кепсиң дылдьякка. Ну, я, скорее всего, буду рассказывать на русском языке, между русским и якутским, потому что мне иногда бывает трудно переводить термины именно на якутский язык. Ну, и как бы уже привыкла по медицинскому по-русски разговаривать. Ну, так я пришла в нашу компанию «Клеточное питание». Я в тот раз рассказывала. Может, некоторые слышали, может, некоторые не слышали. Но так как я из государственной сферы уже ушла давно, работаю в частной сфере, поэтому мы с моей правой рукой Ниной Христофоровной очень часто думаем, чтобы внедрить в нашу компанию, чтобы наше население было здоровее. У нас клиника занимается медосмотрами, и вот, например, представьте себе, человек проходит медицинский осмотр трудоспособного возраста, да, мужчина вот 35-40 лет, и по состоянию здоровья он не годен на эту работу. Обидно же, обидно. Обидно и за себя, и за здоровье этого человека, и за него тоже обидно, да, что он за здоровьем не следит. Поэтому мы всегда думали, чтобы внедрить. Я узнала про клеточное лечение, которое сейчас внедрено, ну, в медицину, стандартную медицину, и подумала, наверное, есть и клеточное питание. Начала искать информацию, там про интегративную медицину информацию нашла, и начала по этим вопросам копаться, и как раз мне звонит мама. Она говорит, ты слышала что-нибудь о клеточном питании? Я говорю, опа. Я говорю, да, слышала. Я как раз ищу, говорю, информацию про это. Ага. Она говорит, вот в Верхневилюйске есть Елизавета Мукчанова. Она вот уже несколько лет занимается клеточным питанием, у нее очень хорошие результаты.
Я говорю, да, давай информацию отправляй мне. Мама мне вот отправила про нашу компанию «Успех вместе». И я начала... Ой, звук ушел. Анна. Хиллер доллар هي خبر ده звука. Звука нету. Ага. Сейчас есть? Или Еще Слышно, раз. да? Теперь слышно. Слышно? Ага. И вот я начала изучать и другие компании, и компанию «Успех вместе». Начала изучать, почему именно «Успех вместе», чем оно отличается от других, потому что и те в основе лежит, наверное, дигидрокверцетин, да? Ну, именно вот в компании «Успех вместе» у людей результаты эффективнее приема вот этой продукции. Ну, и для себя я пришла к выводу, то, что именно вот продукция в том виде, в каком она нам подается, в виде вот суспензий, жевательных капсул, оно дает быстрее эффект. То есть, когда вы жуете, когда вы проглатываете, в ротовой полости очень-очень много сосудов, особенно под языком. Недаром же говорят врачи, да, у кого давление, засуньте эту таблетку под язык и подождите минут, пока рассосется, потом подойдете давление мерить. Да, это как внутривенное действие. То есть наша продукция сразу всасывается в сосуды и тем самым быстрее доставляется до наших органов, до наших клеток, и тем быстрее оно начинает действовать. В других компаниях, да, у них капсулу нужно разжевать, пока оно дойдет до желудка, пока рассосется эта капсула. Потом продукция дальше пойдет по тонкому кишечнику, она уже тогда начнет всасываться, и в зависимости от того, в каком состоянии у человека желудочно-кишечный тракт, эта продукция начнет действовать где-то через 6, через 12 часов, может быть и через 24 часа. И энное количество выводится все-таки через желудочно-кишечный тракт. Поэтому то, что вот мы кушаем, да, больший процент всасывается, и действие, эффект как бы быстрее действует на продукте. Я решила вступить в него, потому что моя мама уже к этому времени уже начала принимать, у нее очень хорошие результаты появились. Какие? И, вот, например, у нас болело горло у мамы. Очень долго, 3-4 года. Мы обошли всех практически лор-врачей в городе. Она столько антибиотиков выпила, столько лекарств мы выпили. Эффект дают, но временно. Как только холодный воздух она почувствует горлом, все начинает опять горлышко болеть. И вот она начала питаться, и на 3-й день она звонит мне, уже не жалуется на горло. Я говорю, а горло у тебя болит? Она говорит, нет, у меня прошло. Странно. Горло прошло? Она говорит, да, прошло. Потом у нее прошли боли в коленном суставе, которые тоже беспокоили где-то 1-1.5 года. Постоянно она примочки делала. Потом остеохондроз грудной прошел. И вот недавно, летом, она заметила, что у нее рассосались узлы. У нее был узловой зоб, но многоузловой, из-за того, что узлы находятся внутри. Иначе бы мы давным-давно оперировали бы. И вы знаете, что у таких людей шея, она толстая, как вторая шея здесь. А мама мне показывает свою шею. Красивая шейка. Вообще никаких этих... И она еще сбросила вес. Она была 75 килограмм, а сейчас стала 60 килограмм. И чувствует себя бодрой, легкой. И уже, конечно, суставы уже даже не болят из-за того, что вес не давит. Вот. И меня это очень обрадовало, и я начала изучать, помимо того, что я начала тоже сама кушать. Но скажу, что я 2 месяца вот тогда принимала, и эффект у меня был слабенький, да, потому что как бы
Ну, у меня по роду своей деятельности, у меня очень сильные головные боли, мигрень есть, да, и я очень быстро устаю и плохо сплю. Вот это вот у меня не прошло, но я более-менее успокоилась, то есть нервы успокоились, скажу так. А сейчас вот и 3 месяца я не пила, и вот начала принимать, и эффект сразу появился. Я очень хорошо сплю. У меня такого давно уже не было. Я высыпаюсь, я просыпаюсь уже бодрой. Такого у меня тоже очень давно не было. И самое главное, что мигрень у меня отступила. Да. Мигрень меня беспокоит с подросткового Хорошо. возраста. Да, это неизлечимое заболевание, купируется только специальными таблетками. Считается, да? Сейчас вот, например, у меня мигрень уже не беспокоит. Даже вот то, что вот предвестников мигрени у меня уже нет. Чему я очень рада, потому что такой светлой головы у меня давно уже не было. А вот Вот насчет вот узлов, вот мама какие вот препараты принимала, вот то есть вот продукции. она Вот из насчет продуктов зоба. практически Вот. все потихоньку принимает. Практически. Она начала день-ночь, шоколад. Она очень любит омегу, неоинулин. И по мере возможности потом уже CBD принимала, кардиовитин принимала. Ну, понемножку из всех этих она уже принимала потихоньку. Ну, скажем так, что все препараты, они на основе дигидрокверцетина и арабиногалактана. Дигидрокверцетин и арабиногалактан, они на данный момент являются одними из самых сильных антиоксидантов. А что такое антиоксидант? Антиоксиданты – это вещества, которые блокируют свободные радикалы, то есть не дают возможности заболеваниям, вирусам проникнуть в наш организм. Они сейчас очень модное словечко есть закисление организма. И как бы закисление организма говорится в общем, но в каждой сфере, вот в крови, в желудке, в тонком кишечнике есть своя среда. Но, как бы сказать, закисление организма тоже есть. Это межклеточное пространство. Изменяет pH. И вот дигидрокверцетин, арабиногалактан играют роль, чтобы вот эта вот среда, она оставалась такой, какой она должна быть. И особенно вот новая наша продукция, вода, да, это вообще нонсенс. Такого нигде нет. То, что вот мы пьем из бутылированной воды, да, это мертвая вода. Мы от него ничего не берем. Даже чистую воду не берем. Но чистая вода все равно должна быть с какими-то этими примесями. Что должно быть для организма с микронутриентами. А этого вот в этой воде, например, нет. И то, что наша компания эту воду выпустила, это вообще хорошо. Даже вместо сока можно детям давать. Постоянно вот его принимать. Но я постоянно изучаю, потихоньку изучаю все компоненты, какие витамины входят, какое действие, почему, например, при неоинулине люди излечиваются от сахарного диабета, например, да, как действует на гормоны какое-то вещество. Вот, например, есть же болезнь Альцгеймера. Считается, она генетически обусловленная, но и неизлечимая, да. А никто не знает того, что причина развития вот этой генетической мутации лежит в нехватке витамина группы В. Человек вот принимал, да, вот витамин группы В, именно такой, какой ему нужен. Вот, например, развития вот генетической мутации, например, вот не было бы. Поэтому эти вот витамины, микронутриенты, макронутриенты, которые мы принимаем вместе с нашей продукцией, это очень многого стоит. Например, человек, чтобы наша клетка нормально функционировала, человеку нужно в сутки принимать 600 макронутриентов
и витаминов, 600 штук. Сейчас рекламируют средиземноморская диета, где входит большее количество, да, вот этих полезных веществ. Но даже вот эта вот диета, она не дает полноценного наслаждения организма вот ими нашими веществами, вот, которые нам нужны. То есть полноценного питания наша клетка даже от средиземноморской диеты не берет. И поэтому то, что вот Андрей Артурович донес до простого народа, да, вот питание, которое питались только высшие чины, начальство, там, правительство, это очень многого стоит. То есть люди начнут выздоравливаться. Это, как бы сказать, продлевает жизнь, это продлевает молодость, это качество жизни улучшается у людей. Ну, те, которые принимают, они сами уже почувствовали это. Поэтому и людям с радостью рассказывают. Есть, конечно, те, которые говорят, что не верят, но потом все равно до людей дойдет, что это наше будущее, что питаясь правильным образом, мы продлим себе жизнь, продлим себе молодость, улучшим свое качество жизни. Тем более, что наша компания не только здоровье же дает, да, и дает возможность хорошо зарабатывать. То есть два крыла нашей компании. Здоровье и финансы. И какие у вас цели? Вот. Я могу сказать, что стандартные это день и ночь. День и ночь содержат в себе именно те комплексы, да, которые нужны. Вот, например, утренняя дозировка дает энергию, дает легкость, дает именно витамины именно в той комбинации, да, которые нужны именно, чтобы человек прожил этот день более энергично, более как бы качественно прожил. А ночная дозировка Success Night, оно именно вот седативного эффекта, да, снимает тревогу, снимает страхи, депрессивные состояния, успокаивает человека, болевые ощущения снимает, и человек хорошо засыпает. Вот. Батончики Success Bar, они тоже как бы для перекуса даны. Они очень вкусные, скажу я вам. Его можно есть и как перекус, или как самостоятельно, например, ужин можно есть. Но я как врач рекомендую все-таки в обеденное время, что нужно принимать именно животные жиры. Мясо. Кто любит соленое сало, пожалуйста, соленое сало. Жирные сорта мяса хотите есть, пожалуйста, кушайте, потому что полностью переходить на веганство нельзя. Поэтому говорят, в обед полноценное питание. Первое, второе, третье, четвертое. Можно кушать. Обязательно масло сливочное, да. Все это нужно для того, чтобы наш кишечник имел свою микрофлору нормальную. Если полностью перейдете вот только на наше питание, да, вот Success, ну, вот всех вместе, это к хорошему не приведет. Поэтому рекомендации читайте правильно. В обед кушайте все. И мясо, и жир, и сало в том числе, потому что мы как бы люди севера, и у нас генетически обусловлено тем, что мы должны питаться жирной пищей. Жирная пища – это не повышенный холестерин. Это неправильная догма. Повышенный холестерин у нас из-за углеводов. Раньше у нас предки углеводов очень мало ели. У них было мясо же они ели. Мясо, молочка, травки. Они тем самым выживали. И никаких там инсультов, инфарктов, атеросклерозов сосудов не было. То есть они питались очень правильно. Поэтому жирную пищу, молоко, молочные продукты, масло не забывайте кушать, не бросайте их. И те, кто любит, меня спрашивали вот на консультациях, поэтому я это и говорю, чтобы люди тоже знали. У некоторых, скорее всего, есть такие вопросы. Любят есть хлеб. Пожалуйста,
Если любите хлеб, кушайте, потому что дрожжи, они как при хлебопечении, они разлагаются на химические элементы, и они попадают в организм не в виде дрожжей, то есть они не скапливаются. И тем более, что в дрожжах содержится сквален. Так что, если кто любит хлеб, кушайте, но, конечно, не в большом таком, целый батон съел, да? Кусочек 2 можно. Может. Так, еще какие вопросы были? Ну, в принципе, могу еще ответить, если здесь зададут вопрос. А у вас какие сели вот впредь в нашей компании? А в нашей компании, да, я вот рассказываю, я, наверное, одна из первых врачей, да, которая начала выступать по клеточному питанию. Я не боюсь государственных структур, что они мне по голове дадут, так как у них есть запрет на то, чтобы они, типа вот, кроме лекарств, БАДы и всякие травки не назначали. Я начала выступать из-за того, чтобы люди поняли, да, что они кушают, чего они добьются, принимая вот эти продукцию. Все-таки фитотерапия, она имеет немножко узкую направленность, хотя у них основа одна дигидрокверцетин, но все-таки узконаправленность есть, и я хочу, чтобы люди знали, да, что они принимают и как они принимают, и что будет, если они остановятся, если они перестанут принимать. Есть такие, которые меня спрашивали. Вот я сейчас кушаю, мне станет лучше, у меня анализы улучшатся, и я перестану кушать. А вот вы перестанете кушать, потом перейдете на свою обычную пищу и начнете также питаться вот, практически полухимикатами, которые вот продаются в магазинах. И тогда организм что будет? Опять начнет болеть. Поэтому рекомендуется уже на постоянной основе его принимать, если вы хотите продлить свою жизнь, улучшить свое качество жизни, то я, например, рекомендую, чтобы вы постоянно его принимали. Тем более, что наша продукция, она прошла клинические испытания, и она одобрена Минздравом Российской Федерации. Вот. Этого люди очень хотят, чтобы именно препараты, которые они принимают, были допущены Минздравом Российской Федерации. Так что знаете, что наша продукция, она одобрена Минздравом Российской Федерации, что его можно безопасно принимать. Я как врач тоже советую. На будущее, чтобы люди понимали, да, ну, я учусь вот на врача интегративной медицины. Интегративная медицина – это новое веяние в медицине. Ну, скорее всего, в государственной сфере оно внедрится с 1935 года, но в планах так стоит. Но участники уже учатся, уже развиваются. Интегративная медицина лечит не болезнь, а человека в целом. То есть человек идет, например, на прием, и у меня прием начинается, когда вы родились, как вы родились, какое было скармливание, и заканчивается тем, что вы вот сидите рядом со мной, вы сейчас где живете, где работаете, чем вы дышите, в какой посуде вы кушаете, что вы кушаете, какую воду вы пьете, да, заканчивая этим. То есть прием от часу до 2 часов, например, одного человека будет проводиться, а не 10 в обычных поликлиниках, да. То есть врач интегративной медицины узнает о человеке все с рождения до того, как он пришел вот ко мне. Потом будет перечень анализов специфических, по которым я потом по результатам расскажу, почему у них, например, развились такие заболевания. Вот, например, человек с сахарным диабетом. Почему у вас сахарный диабет произошел? Ну, конечно, наследственность есть. А почему у вас развилось? Не у всех развивается, у кого наследственность есть. Вот я могу, у вас, наверное, вот у вас показывает нехватку того-то, того-то, поэтому у вас сахарный диабет и развился. У вас нехватка того-то, того-то, поэтому у вас и гипертония есть, и повышение веса. Я могу порекомендовать, например, как его снижать по схемам. Расскажу, по каким по анализам, например, вот на границе находится, да?
у вас вот эти данные на границе находятся, и у вас есть, например, риск заболеть чем-то, чем-то, чем-то. И как его можно предупредить? Конечно, я собираюсь открывать клинику в таком плане, и также я буду рекомендовать и клеточное питание, потому что оно мне нравится, нравится его действие, и нравятся его эффекты, потому что как бы оно не тяжелое, его не надо готовить, во-первых. С ним не надо никуда ходить специально, да? Заказываете, вам доставляют на дом, вы спокойно сидите, это кушаете, оздоравливаетесь, улучшаете свое качество жизни и молодеете при том. Вот. И вот это тоже буду, например, рекомендовать. Но также могу специальные схемы делать на месяц людям. Поэтому как специалиста по интегративной медицине у меня кабинет откроется. Об этом я дам знать. Но будут и бесплатные консультации. Я никому не отказываю в консультациях. Можете подойти, можете спрашивать, можете по WhatsApp написать. Если у меня есть время, поздно вечером, но я могу ответить. Как смогу, как я думаю, я отвечу. Те, которые у меня были на вот мини-лекциях, они очень многое уже знают, уже как бы у меня уже на WhatsApp спрашивают, что к чему, дальше что делать, потом как делать, да. Ну, то, что есть поддержка именно со стороны медицины, со стороны врача, я думаю, что людей очень поддерживает. Потому что в наше время, да, СМИ особенно все ругают медиков, все вот они столько зарплаты получают, и нас не видят. Мне жалко государственных работников медицинских, честно, потому что они прямо в границах сидят. Шаг налево, шаг вправо, расстрел. А я вот, у меня более широкий круг, спектр, поэтому я могу себе позволить, например, сделать себе такой кабинет и принимать людей, именно лечить не болезнь, а сконцентрироваться на человеке. Вот. Ну и так удобно человеку, например, мне, например, самой, да, удобно было бы пройти человеку, которому я расскажу всю свою жизнь, все свои болячки, она будет меня знать от А до Я. Я буду, например, приходить, анализы сдавать, и она будет отмечать, вот, да, у вас уже хорошо, молодец, делайте дальше. Я была бы, например, воодушевлена тем, что у меня есть поддержка, например, с медицинской стороны. Я думаю, и многие так думают. Потому что то, что вот врачи, когда выступают, очень много людей приходит. А это само о себе говорит о том, что люди хотят услышать слова врачей именно в наших продукциях. Все, да? Ага. Все-таки мехамати и ты барду, Анна. Интереснее кирсятин. Очень было интересно. Ага, и ты не Adam bihi kadro polis yaptı kadar benim bihi kiletesin bir tane ahı hıcar bulak çehep. Bihi angatin kadro juga hamut kelemmet ayakta. Консультация курдука коллегатин хэп. Антон по анализам у меня еще на стадии договора с лабораторией идет. Но в скором времени открою кабинет. Kadro bihi kiletesin bir tane nahabden uza altı hıl bolla yarasta hadi. Хотите... Как витамины очень хорошо. Я потом дам, знаете, в группах пойдет информация. Барадан арады kadro mağaralara bulu. Şimdi daha o verimi bulanca. Analiz tutturdakka. Onu imенно консультация сидякка бетте. Онну колобра алтахыл испеки результатын ден үчүгэй булади. Ол онна колобра көрөккө можно немножко подкорректировать igen болу в сторону какой-то другой продукции igen деп күндүк.
Еще я расскажу про омегу, потому что у меня очень много вопросов было про омегу, потому что при омеге беспокоит изжога у многих. Я изучила про омегу, да, это самая лучшая омега из черной акулы. Это по всему миру уже известно. Но в силу того, что у человека все равно повреждены же клетки, у кого камешки в желчном пузыре, кто только перенес операцию по удалению желчного пузыря, у кого реактивные панкреаты, с осторожностью принимать омегу желательно не принимать. Принимать другую продукцию, а там есть продукция с омегами. Потому что как бы усиленно действует, именно питание идет на них же, да? Клетки не выдерживают этого, потому что они же больные еще. Они не выдерживают, поэтому людей очень беспокоят боли и изжога. Поэтому у кого аппетит, у кого желчекаменная болезнь, кто сразу после операции холецистектомии, пожалуйста, вы можете в течение полугода, года не есть омегу. Вы потом, когда восстановите вес, можете его принимать. И сквален хочу рассказать. Вот я недавно читала... Насчет сквалена, да? Насчет сквалена, Я читала информацию. Сквалена очень много есть в печени черной акулы. И поэтому в нашей омеге очень много сквалена. Это вот японские ученые выловили черных акул из своего моря и пытались их заразить онкологией. Но ни один опыт не был положительного результата. А почему? Потому что весь организм акулы прямо нашпигован скваленом. Поэтому вот омега тоже, даже если сквалена Т98 нет в продаже, у кого есть заинтересованность в профилактике онкозаболеваний, вы можете омегу кушать, потому что там очень много сквалена. Вот, например, вот такие вот информации я каждый день выуживаю, читаю, да, и могу доносить до людей. Поэтому на консультации можете приходить. Я каждый день очень много читаю, изучаю, и с каждым днем у меня, например, информации может быть все больше и больше. На таких встречах я могу не переповторяться, что такое клетка, что такое клеточное питание, а могу рассказывать то, что вот по препаратам, то, что узнала новенького, да. А у нас препаратов продукции много, и они очень интересные, и поэтому я их с удовольствием изучаю, например. Я вот изучила... Скажите, беременным можно, да, принимать эти питания клеточные? И что лучше принимать? Беременные по общей рекомендации беременным и детям до 14 лет нельзя день. Но люди же принимают, детям дают, и дети выздоравливают. Вот недавно, вот позже был про маленького ребенка же, менингитом, где такой потрясающий эффект вообще, я чуть там не упала. Какой хороший эффект у ребенка, что мать не побоялась, да, и вопреки всей государственной медицине, стандартной медицине, да, дала ребенку этот мистебрейн, и ребенка своего спасла. Вот, и беременным стандартные вот день, ночь можно, потому что там никаких аллергенов нет, там никакой химии нет. Вы можете даже просто эти шоколадки кушать, тем самым улучшая свое состояние и улучшая питание своего ребенка. Понятно, спасибо. Еще у кого вопросов нет? Здравствуйте, вопрос такой. Где H2O вода в парде?
Мгм. Мгм. Его на постоянной основе и кагепту или все-таки делать перерывы? Потому что там же кислотность высокая, 9 с чем-то, 9,3. Но Мгм. оно восстанавливает микрофлору внутри организма. Нет? Вы можете делать перерывы по своему усмотрению. Там нет прямо такого, что постоянно только это. Чона бәбит кетенен көрөмүн Да, вода для каждого не 2,5 литра, как говорится, по стандарту, да, 30 миллилитров на килограмм веса. Считайте для себя свою норму. Столько и воды вы должны пить. Выпивайте. Хорошо, спасибо. Мне дебли грибок тахпандим молочница. Вообще псория, собственно, туара грибковой дахтим понятие лахпын. Мгм. А, например, он его ощелачивает, убирает, либо наоборот көпөтөрүн туйып. А вы можете потом на меня отдельно выйти. Мы потом можем поговорить по псориазу. Там есть отдельные Хорошо, спасибо большое. препараты именно по кожным заболеваниям. Как мақтау. Мгм. Эти свида итимере кожага прыщикка омега оны не аннулин. Меня Вот у нас, да, органы, через которые выводятся наши токсины, это, во-первых, кожа, желудочно-кишечный тракт и через почки, и через легкие считается. И то, что вот появляются прыщики, когда вы принимаете продукцию, это нормально. Это вот выводятся именно те токсины, которые осели, например, у вас в мышцах или подкожной клетчатке. Они выводятся. Вы не бойтесь, когда идет кожная реакция. Кожная реакция, она может быть, когда идет зашлакованность организма именно вот в эпидермисе человека. именно прыщига аста итин не аннулины оны омеганы себитиге. Он пестава подросток. Кишечный тракт, да, это очень хорошо. Это значит, микробиота кишечника восстановилась. Поэтому и прыщики уходят. Потому что прыщики – это наша микрофлора кишечника. Антон, если в организме грибы, да, тогда что помогает из этих препаратов? Ну, кандиде, они разные же бывают. Они же не одной формы. Именно от чего причина? Причина тымлях надо было, и? Причина-то нельзя понять, например, посев из дерева сдали, да, она обнаружили грибы в посеве. Ну, что поможет, интересно? Антивирус поможет, нет? То есть молочница, да? Нет. Просто посев из дерева на чувствительность к антибиотикам. Это, короче, кашляет человек, да? Оно кашля не проходит. Антибиотик, уже второй антибиотик поменяли. Там обнаружили грибы в организме. Как вывести их? Повышать иммунитет и горло полоскайте вот водой. Ага, поняла. Потом антивирус не поможет, да? Повышая иммунитет, вы восстанавливаете микрофлору. Повышение иммунитета, например, кедровитин можете принимать. Это то, что вот кандида там появилась, это из антибиотиков. Из-за этого кашель. Пока эта кандида не пройдет, она не остановится кашель. Потом, если вот воду примет, да, когда пройдет, да, кандидит?
водой полоскать горло не принимать, а полоскать и выплевывать. Полоскать. И Ну, иммуномодулятор. Можете вот антивирусная продукция, она сама по себе повышает иммунитет. Ага, хорошо, понятно. Мгм. Спасибо. Оны Black Tea-ні хенчебе булы. Black Tea имеющая, ага. Ага, это же И как бы природный Black Tea антибиотик. именно вот очень хорош, когда у людей катаральная фолликулярная ангина, он только так лечит, ведь, потому что Мгм. направленность есть на стрептококки и стафилококки. Мгм. Он тоже иммуномодулятор. Мгм. Я вот Пищу хаит и бари. гидровитин из-за того, что он иммуномодулятор. Мгм. Ага, потом покопалась в его составе и узнала, что он очень хорошо влияет на кожу. Мимические морщинки убирает, Мгм. волосы, у кого редкие, кайыр үннерер, он туғын баттағын кейін состояние выпадения волос и восстанавливается дополнительное. Мгм. Он иммуномодулятор очень хороший, чтобы не заболеть. Ага. Я вместо, например, антивируса принимаю гидровитин. У меня большая плюшка. И физические морщинки убираете, и волосы очень хорошо потом будут выглядеть. Такие плюшки есть, ведь это их надо изучать потом и рассказывать людям. Мгм. Неожиданные плюшки. Тёкианен, Мгм. нахачугай манак ответ вопрос тебе курдук. Тенек неделяга ту икеду бир күнү анан тенек бары бите болор. Диханатым. Онтон Анна бәті Ана. кабинет арынавын жетеден ыңырда ди келеңгит ман консультациялық қадын хөпте. Ага. Кии баратык барак деп булади. Онин онлайн маннык лебит испитер маннык. А, Ну можно. Мен батта. Оны күнеген каян учоттан анан бие кабары. Теба булды. Киста печени тугуяк кысып Ой, болой. киһэл бахпай болу. мгм. Киста Тем печени более тугуяк клесин кысып питание на болой. хайбретек булла. Е. Оны покуйдар нерче байт. Мақта. Ага, киста печени тугуяк кысып. Тоққа? Киста печени. Киста печени, да. 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 Ага. Ким ден? Ты 98, он на скваленден именно очень хорошо помогает при новообразованиях ТНХ. Это не обязательно зло, а может быть и добро. Он еще байтı красасывай детер диллер. Он на буханга препарат кальбите ди вумен. Вумен балагына общий кихи тоғын организмын гормонын бақтын нормализуйдур ведь. За счет этого, то, что есть образование, они все рассасываются. Я вот, например, вот акция же была, я взяла я на себя холобрак. Сейчас я на себе, например, опыт буду делать. У меня есть миома, и я начну принимать. Я знаю, какого размера у меня миома, и у меня есть тиреоидит. Я пропью, например, 6 месяцев, потом заново пойду обследоваться. Миому посмотрю, тиреоидит свой, УЗИ, анализы сдам. Потом расскажу, какой у меня есть результат, потому что я думаю, что Women очень хорошо поможет. Я, например, сквален принимаю. Ты 98. Сквален как для профилактики день. Я принимала, например. И там очень... если у женщины... Вот чередуя принимайте или вот сразу вот Нет, чередуете, да? Угу. Их вместе принимать смысла нет. Потому что если... по этим, да, по дозировкам хочу сказать, рекомендуемая дозировка профилактическая это по одной капсуле 1 раз или 2 раза в день, утром и вечером день. А лечебная дозировка это 2 капсулы 3 раза в день. 3 раза в день. А то, что вот я слышала, да, в отзывах говорят,
По 3 капсулы 5 раз, по 3 капсулы 3 раза. Организм у нас как компьютер, он имеет свою программу. То есть то, что вы принимаете, он берет себе то, что ему нужно, энное количество, остальное он все выносит из организма. И то, что вот рекомендуемая дозировка вот наших препаратов, продукций, по 2 капсулы максимально, 3 раза в день. Больше этого будет принимать, остальное все будет выноситься из организма. Поэтому деньги ветер. Поэтому хочу, чтобы вы с умом принимали, а не просто так в перемешку в кучу и съели. Все-таки препараты нужно чередовать, потому что у них есть основа одна, и практически у всех, например, есть витамины группы В. А зачем их много кушать, если вы их достаточно кушаете? Фитотерапия. А если у женщины... Потом это, чтобы эффект был лучше. А если у женщины нет матки, да? Рекомендуется сюда вот женское питание? Конечно. Даже не рекомендуется, а нужно. Потому что когда матку удаляют, то женских гормонов не хватает. А вумен, он не только женские гормоны, он весь организм, в том числе и щитовидку. Гормоны это нормальные гормоны, это отсутствие этих образований. Поэтому за гормонами нужно очень хорошо следить. Тем более, что женские гормоны восстановятся, то это уже молодость, это уже повышение качества жизни женского. Так что рекомендую Women. Кehenne eйтары кынабын. Мусахалар үксүн сүйөкпөт мөлтөкчи. Сүйөккө ордук тоогу чүгейи. Ордук бу препараттардан. Оттон у каждого индивидуальный суставные боли, потому что характер заболеваний разный, причины разные и диагнозы разные. Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание. Например, он очень хорошо уйдет, например, при препаратах, при приеме продукций, которые имеют способность сбалансировать, например, вот а вот обычные артрозы, артриты, эти те же антибактериальный, иммуномодулятор, антивирус у каждого по-разному, поэтому вы поймите, что эти продукции, да, это не лекарство. То есть это не анальгин, который вы выпиваете, и боль сейчас же уходит. Это продукция, вы кушаете, и организм начинает восстанавливаться. Именно начинает восстанавливаться с клеток. Если организм начинает восстанавливаться, обмен веществ улучшается. Если обмен веществ улучшается, то питание тканей, органов улучшается, и организм сам самовосстанавливается. Это не одного дня, не одного часа результаты. То есть, питаясь, мы сами себя оздоравливаем. А то, что вот фитотерапия, это не лекарство, это поддержка, чтобы организм начал самооздоравливаться. Это лекарства, которые вот могут выпили. Мен айтабын да. Мен аллергияға именно хандык продукция сөптү бәре болой. Мен боллаганы холбура кыраджан страшно детистага үппин. Онтон билин бу сагым холбура билин бионсекте болла. Онда менек аллергиялыбын. На что? Аллергия. Нет, на что аллергия? Атон бу холбура минниге хейсетакпине. Мандик туга барanya, аны мандик сетакпине кыра огорду баарамын чакырочу мандик. Мандик контука мандик хайыр.
Семет. Вот именно кандак продукцияны барын сөби холбар онна. Сеппин сөби. Он имеет Это очищение организма от 98 была. иммунитет, клетки, которые Кимерет топ микрофонун колбаннар булар аргиде. Ага. Иммунитет именно это те клетки, которые отвечают за аллергические реакции денсе. Тыкилері, олар бұлағына иммунитеттің үрдетер бұлағына именно аллергияған утары үлелер иммунитетін. Мен ол тұғынан ұспа тоқ выступлениен ұрығым. Онна какие препараты ден, онна почему именно иммуномодуляторы от аллергии ехтахы дейді. Бесек Мен не итабын кайдын? замандык. Эти биеха колобра наставник бут даганы, она магистр медицины Элита Мустафаева даганы. Количествотын потребления колобра хронических болезней до 8 штук кушать недельдер. Олата сыгада. До 8? До 8 штук капсул. Рекомендуемая дозировка по 2 капсулы 3 раза в день. Это лечебная дозировка, где читается. Он тоннель багастакан организмын химберилымман. Она выведет. То есть 2 капсулы будет лишними. Эги наставникът, скорее всего, Мустафаева Этернен, конечно, рекомендации владе. Ага. Но я именно изучаю эту продукцию, чтобы донести до вас, беки хитеден болар владе, не откуда-то там из Москвы, с Алматы, генден был батак. Я такой же человек, как и вы. Ольга Малана для своих тем холобра. Я могла бы и не изучать, и не рассказывать. Изучать только для себя. А я хочу, чтобы люди знали. Чтобы они знали, что они принимают, что они кушают, чего они хотят от этого. Как лучше делать, чтобы эффект был лучше. А не так, всю клетку приняли, у меня все прошло. Так же тоже не может быть. Хочу себе ледень. До 8 можно, пожалуйста, кушать. Я ничего не скажу. Я просто для себя, например, вот все я прочитала, и дозировка поддерживающая, оказывается, есть и лечебная день. Лечебная хватит холовра по количеству этих микро-макронутриентов, витаминов, 2 капсулы 3 раза в день. 6 капсул в сутки. Дорогой, итабында. Омега плюс хасыр дехремордукту кейхеду. А это как хотите. Омега плюс. Как хотите. С утра можете кушать или вечером кушать. Вам как лучше? Изжоги не вызывает, да? Изжогалава, но только ханна ракытын колбу. Омега деген кемере кепсебде. С утра де? Ага, с утра егет. Онтон, принимать характер. Микрофон нарарниде. Оспута реген тохтахтары кихе хагаттенсеп, а то, что вот энергию дает, то, что вот движение дает, его с утра принимать или в обед принимать. Даже логически можно подумать. Мактау. Что сугар, эти хрящевой ткань восстанавливается, да? Отон, это... Просто, по-моему, это воспалительный процесс, только воспаление это снимать на булухта. Потому что хрящ как исчезнет. Нет, наверное. Но это зависит от того, насколько истончена хрящевая ткань. Это коллаген бадди. Коллаген была
конечно, узкая направленность на суставы, де. Кини была она, были суставной тухтар поверхностьтер балдар деманнык алылар. Ол хигер мана уутар. Бу ууту караллагына uuта өскүүрүгер көмөлөр, онна бу суставтарга маннык смазка курдук болар. То есть калыңатан берер бу хряштар гыдын. Аллы баккынаннар. Онна кожагатыга реген бу суставтар гыды, сосуттар гыды рем барта бар каллаге. Бартыгар тухалах. Не только суставы. Анна тюкенен, дрова, Галина Биллинда. Битте? Тух тем вопрос тахпын. Биликраволым имбелитти хүранан. Ону тух тебиттерим яха простойдук. Сүракка 2 присердия бар, левой, правой. Оны левой присердияга стенкада урбес болбут. Из-за этого как бы ол шрам кайдакты үтөрбөт. Из-за этого дилатационная кардиомиопатия деньги диагноз. Оно бу Новосибирской даже бир лака до 15 лет надо уже пересадку сделать. Оно, и, короче, отказались от нас, короче, уже ничем мы можем помочь. Оно теперь в радио был. Оно хадаров тохтяный даром, короче, и те ахах податалла, бесы ахата, болу, үсі ебаға приступа хоқ. Оно те тохтяный даром, ол урбиға үтерен хепте, и те бастықы вопрогым. Онна 2 вопрогым эпилепсиялах из-за лекарств, а вот тух был побочный. Был турдылар январика, оно уры күстәк біле эмихебі гепатин. Оно мен бәме бесы яғық пытатталы витабрейн берем бұлладе, онна мен 2 ебаға приступа хоқ, оно мен де қаяқпан бағарым. Гепатинын дозатын күтчат яқпан бағарым, либо жабашы тұқтудан қаяқпан бағарым. Оно тоқты ханым. Рубец бұлағында это фиброз. Есть очень хорошие результаты. Что фиброз рассасывается при клеточном питании. Результат канистебитим, отзыв канистебитим, она ныркту көрбүтүм. Тохха көремин, группа көремин. Все-таки тох, он витабрейнин и эрдэ жаңын дозировкатын олох кып каралан дипакинын кычатыхын хэп болу. Кара-каралан. Минимально. Это сильное лекарство, да, которое его поддерживало. Сразу убаккан каракараланган дозировкатын кулубра бирей игер хабача миллиграмма бу бачаны кычаттым онтон бирей игетин бэйган хурени соннук. Оны витабрейнин оны тох кардиовитин херданди. Да, кардиовитин, витабрейн, день, ночь, он на батончик сетер. Он такой постоянно снова киллерен капюсон кениха. Киллер демаха. Ты молодец, катат. Спасибо, Анна. Здравствуйте. Мен Дарвин, племянница. Застарелая открытая черепно-мозговая травма, стрепанация черепа. Вследствие этого эпилепсия лах, ратта, той постоянно пеновар витали герам. Эдер тёте. Это блин, один травмалам, это блин уже тёте. Хатнык продукциян бабиги компания биртен ордук кенеха поддержкалай вен хөбелетәреви. Эпилепсия тургуттан тахарар курдук. Эти основата буллагана все-таки день-ночь обязательно болот, бастан день-ночь. Он витабрейн берем, потому что витабрейн такое уникальное свойство у него, именно на сосуды головного мозга действует дур. Даже старше 70 ген уже тох организм гытын биди хинета витабрейн лан хакытын. Ол тохка эпилепсияга үчүгэй результаттар балдар ди витабрейнга. Оно застарелай боллагына колобра полностью да убирай да батаган хин тохтарын, чтобы приступов было меньше. Итинне өсө тох чеңетен итаргына колобра те день ночь хабилле каханы херен. Витабрейнин каста берем эле күнгө бирде касчаска бите бола ордугар болойди. Утром и вечером давайте, как профилактическое длительно. Ага, утром и вечером. Спасибо. Длительно. Ага. Өсө бир ырына итабында баалыста. Аномалия Арнольдеке яры деннах.
Hemen doyuruna ciddiğimiz olan kayıttan meyiter giyer. Ol bolla bile majlis yok na 7 milimetre Allah'a tühülek. Anamaliye olur. Onu kadar поддержка onun hebe головокружение, эми витебрейн. Витебрейн, кардиовитин. Тоже есть Арнольда Киари. У меня опущение побольше. 7 миллиметров был бы так, 2 сантиметра. У меня тоже были постоянно головокружение. Каждый день агара. У меня сейчас, например, ни мигрени нету, ни этих головокружений нету. Потому что мен постоянно меймерген маннык ки хула держку состояние. Оно холбора битебрейн кардиобитин сүбелейти. Бу бихе компания битеттен онтон холбора врачтан ден темага еттен тоға итаргынабын. Обычно эмтертен холбора хеду онан поддержкалынагаты. Бетасер. Бетасер. Ага, все, спасибо. У меня все, спасибо. Пожалуйста. Вот эти жардоннар болны ихеллерди. Ол эмтерин кытары параллельно обиене ихеллер. Ага, параллельно ихеллер, потому что все-таки биги тохтар бит питание болалар, основа болалар булади. Онтан кыры-кыралар эмтериттен тахактарын дозировкаларын кыры-кыралан кычатан, чтобы не было синдром отмены деньгин битбар, чтобы такого не было, эмтерин кыры-кыралан тохтарын хөп. Онны болны тохтяхпыни, ите диагноз болгону иеттибит-тибигин ба тарааха бартын. Онны кола бирге, онны тугу яхпын хөби, манны тугу яхпын хөби, тинне тугу яхпын хөби дегенде. Онны кола бара манны ите хамы биле манны кодобой деби курдук, манны ырылары испехектен баран, бу манныгы ихякка хөп диен курдук. Тирак манны туха бары бите боллар үчөн, хани даба ити кири хуга бите болу. Мен враз курдук оннук рекомендациялабаппын, оннук кынам каябаппын дейт. Мен эти группа брахпытым дейх, основной биле картыскалах ахылары бу препарат. Продукция, онна биле действиета, ханнык тохка ден хөви ден, онна өсө тохуңор таблица, ол оннаме батса оларга брагаттыхпыт. Бу продукцияларынан игер тох кирериден, какие микромагниты, онна какое их действие, онна жабар болохтары, при каких диагнозах они могут помочь. Могут помочь. Олонук надо чакчы. Тем был Мен болорун токуйда токка, тойка, тохна хал бага нигети кирерди. Олора псориазка ханнык барсари, эти артроска, артритка ханнык барсари, головокружение аток барсари инди кудти. Олин каддер мандык нахал бага нигети берилерде, олонна ажу онна эппет курдук инди каддер тирах белелер ба, тирах мандык доктор балар источниктер балар бити болар ди. Хох ол таблицага көстөөгө. Это идетмаха. Онно көрөккөт, что үксүлергер составыгар базовый состав тем бары бит. Ол базовый оны узкой направленностенерден өсө состав тахты. Ол хем булагана тыста бартын манык в кучу, чтобы несколько этих бартын испек курдук. Олна манык схематично урокко калин. Anta onnaki лекциялары ытабын индигин диотта. Оны кулабра кабинет арынан баранжа. Бу би академия презентациядан кулабра. Итан туха маннака кеме курдук үле барыду энеттү үткенде. Бесплатные консультации, конечно, там семинары, лекции будем делать. Платные, да? Я со своей стороны, например, не отказываюсь. Я, наоборот, хочу, чтобы люди знали, чтобы люди поняли, чтобы они были здоровее. Бесплатные? Бесплатные. 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 А моя вот консультация с анализами, это будет платно. Ну, это работа клиники в Алладе. Клиника кеневот. Вот так. Да. Это будет. Уже беременность было то хаста. Анна драма, это вон Давид. Че бери ты дикамон легко дякка чаха. Ага.
Ыйтабын Анна көрөйбүн Викториябын. Иһин нахал бәгәһебин ди омега, витамин, ну премежутакка хый. Бартын бирге хенкем хебин след или тохту хехтәхпин ду. Атанат эгер ина тух хыллах очо багы ихергит. Онна каннык эфеге кетехергиттен тутулук тахтылады. Кини маннык кенитер. Колобра кипенден маннык колобра элбах памин бидден кехерми чүйдө бетер маннык. По какой-то промежуток было дудин өйдө. Ага, о минуте ду хасту булы. Мен, например, 4 препараты хебинди. Витамин, там кардевитин, ген хебинди омега, ну бартын бирге хехтәхпин или тохту хехтәхпин ду. Ох, друг за дружкой можете? Хорошо, спасибо. Ага, дядя. Уяғы, картықолары түйәғы, кәпсетағы, тонтон еме біле кәмпет хир күрді. Елаңы тиге, деп. Яқытын хөп друг за дружкой. Он только біле бартын бирге кутан бараңы, конечно, ол тоқ біле. Бұқулы қалалар, онда ұйыстарғар әлбәқ утилизация барыр. Ага, хөп. Мақтала. Сөп аннаға мақтаны қайын, наға чөй бүгін бейе коллекция бұдығыр. Hep tuha iyidiler gitmese tabii yer tuha tus nişne tuha takanga birenge kobre tuha etbetler kıtyaka anonno belem hep gittim bitti. Aha. Belem onu takanga pollağına tun beyat mi konsultasyon kut onu etti kabinetler kolabora tuhtları da on konsultasyoları ödem diye ve bunun daha şöyle tuha bu düğünü birge kelin ılcıtabıkkı, bunun daha şöyle informasiyaları berbikkер, maqtanabıt tekka. Daha şöyle. Ulaha maqtal. Hep onu össön ırıqpıt, tuha ılcıtabıkkı ırıqpıt, den. Manan körsühü büppet. Aha. Onun anızgı körsühüqqa geri. Össö, kolobra, össö kolobra manlık bakteriyaydırbın, höbüləbüppün. А так новую информацию, например, могу еще рассказать. То, что вот по продукциям, еген өрепиппин, еген кепсет. Ага. Молодец, Анна Дмитриевна, мақтал. Баргытыгар. Аны скечеп берге көрсüөкка диери. Көрсüөкка диери. Мақтал.